Мы уже говорили о том, что с февраля началась запись в первые классы по всей республике. Пока, по словам алданских педагогов, особых проблем и сложностей с зачислением в школу нет. Так ли это на самом деле, расскажет Татьяна Вахнина. В общеобразовательных учреждениях второй семестр означен горячей порой. С февраля началась запись в первые классы. Наполняемость одного класса должна быть не менее 25 человек. Таким образом, большинство общеобразовательных заведений города уже может сформировать более 2 параллелей начального звена. В какой школе ребенок станет грызть гранит наук? При зачислении потенциальных первоклассников в школы действует ряд правил. Одно из нововведений касается территориальной привязки. За каждой школой закрепляются определенные микрорайоны. Департаментом образования утвержден список жилищных секторов для всех общеобразовательных заведений города. При этом право выбора школы родителями и детьми не ущемляется. Гимназия, лицей, школа с углубленным – это альтернативные, как бы в народе, образовательные учреждения. И, соответственно, сюда ведут детей, родители, мотивированные на тот или иной предмет. Еще одно нововведение, действующее при зачислении в первый класс, касается перечня документов потенциального учащихся. Кроме того, рамки возрастного ценза учащихся стали более жесткими. Детей мы принимаем с 6,5 лет, не меньше. Раньше у нас шли просто 6-летние, но физиологически эти дети, естественно, им тяжело учиться и так далее. Вот. И до 8 лет. Пока, по словам алданских педагогов, особых проблем и сложностей с зачислением в школы нет. Запись продлится до нового учебного года. Однако до 1 июля формирование первых классов будет проходить преимущественно по территориальному признаку. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.